Наш рассказ о значимых событиях культурной жизни республики продолжит знакомство с видным российским живописцем Виктором Позновым, чьи произведения украсили столичный музей имени Нестерова. Мастер ушел из жизни в 2010 году. В октябре ему бы исполнилось 90 лет. Ретроспектива произведений заслуженного художника БССР в материале Айгуль Усмановой. Реалисты – художники социальные, близки к народу, абстракционисты – птицы вольные, потому мне мало интересны. Реалисты в России любили, ибо страна у нас холодная, непредсказуемая, она всегда что-то теряет. Так объяснял свою приверженность к реализму Виктор Андреевич. К тому же Познов в художественном училище имени Савицкого в Пензе постигал живопись у самого Ивана Горюшкина-Сорокопудова, выдающегося мастера, одного из лучших учеников Ильи Репина. А Ленинградская академия художеств укрепила классические традиции. Следовал действительно традициям русской живописи. Очень любил импрессионистов. Очень ценил русскую пейзажную живопись. С удовольствием своими знаниями аккуратно делился и с самодеятельными, с теми же художниками из клуба ТАН, которых он пестовал. Уроженец Воронежской области попал в Башкирию, можно сказать, случайно. С Александром Бурзянцевым, однокашником по Пензенскому училищу, кинули жребий. Воронеж или Уфа. Так оказались сначала на родине друга в Зилаире. В Уфе же он оформлял как сценограф спектакли в только что построенном Дворце культуры Орджоникидзе. Но карьеру здесь он делал прежде всего в качестве скульптора. В середине 50-х шла реабилитация башкирских писателей, и Познову поручали заказы по увековечению их памяти. Вслед за признанием последовали всесоюзные международные выставки. В 1959 году молодому художнику было доверено место председателя худсовета Башкирского отделения художественного фонда РСФСР. С 1967 по 1985 годы Познов – член правления Башкирского союза художников. Ну а далее перестройка, с которой начались перемены в социально-экономическом устройстве не только страны, но и в умах. Это творчество было связано с соцреализмом, который попинали очень активно в 90-е годы. Но я сегодня не услышала ни одного плохого слова в адрес соцреализма и в адрес художников поколения Виктора Андреевича. Виктор Андреевич – сын фронтовика, свидетель и летописец исторических событий и смены двух эпох. Оставался верен своему творчеству и себе. И через годы свежие и злободневные размышления Познова о месте и роли художника, который прежде всего на службе Отечеству и нашей великой культуре. Старший художник, которого ты уважаешь и который для тебя как-то определяет ценность, если ты с ним знаком и ты с ним имел какую-то маленькую встречу, это, считай, подарок судьбы. Ты можешь пойти дальше. Вот как Тюлькин, они еще знали то время, и советское знали, и то время знали. Они как бы вобрали все два периода той жизни при одной власти и при другой власти. Вот сейчас что? Сейчас сложно ведь. Мы как бы сейчас переходим в другую стадию жизни, так ведь? Обещающий нам что-то такое вот. Но мы еще ее как-то не оценили до конца. А та еще не забыта. Вот этот перелом такой очень сложный сейчас. Вот для молодежи, я хочу сказать, очень сложный перелом такой. Как жить дальше? Айгуль Усманова, Равшан Артыков. Новости Уфа.